В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Удастся ли сохранить самшит в Абхазии? Ученые призывают готовиться к борьбе с огневкой перед весенней вегетацией. Главный научный центр Абхазии отмечает юбилей, а Беги исполняется 90 лет. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отметили в Абхазии. В этот день православные просят о заступничестве и ходатайстве Пресвятой Девы Марии перед Богом. Проблема сохранения самшита и борьба с вредителем самшитовой огневкой обсуждались на рабочем совещании в кабинете министров. Наши специалисты хоть и считают ситуацию критической, но говорят, есть надежда справиться с насекомым. За время появления вредителя было проведено 2 этапа лечения самшита химическим препаратом в июле и в сентябре. После первого курса лечения на некоторых растениях Пицунда Мюссерского заповедника и заповедного участка в Скурче стала заметна слабо выраженная вегетация. А после проведения второго курса появилось больше новой листвы самшита. Самшит пока живой. И несмотря на то, что он лишился листвы, осенняя вегетация показала, что деревья живые, поэтому нам нужно серьезно готовиться к весенней вегетации, которая будет более активной. И в этот момент, когда еще будет небольшое количество листвы на деревьях, деревья окажутся в наиболее уязвимом состоянии. Если в этот момент мы позволим огневке уничтожить молодые побеги, то это будет фатально. Для борьбы с бабочкой-огневкой был использован химический препарат димелин. Он действует на гусениц огневки, лишая их репродуктивной функции. При этом этот пестицид наиболее безвредный для людей и остальных насекомых. Для борьбы с огневкой нужны конкретные материально-технические средства. И с июля месяца был определенный ресурс государственный пущен на мероприятия, связанные с борьбой с этим вредителем. Мы использовали дельтаплан для распыления ядов с воздуха, техники наземного опрыскивания. Мы наблюдаем ситуацию, видим, какие есть позитивные результаты этой работы, и видим объемы, которые все-таки предстоит еще осуществить. Первый вице-премьер, председатель комиссии по борьбе с распространением самшитовой огневки Шамиль Адзинба сказал, что для успешной работы с вредителями необходима помощь граждан. При этом Шамиль Адзинба отметил, что несмотря на серьезность проблемы, важно не только спасти растения, но и не нанести вред окружающей среде. Учитывая, что территории заражения находятся в основном в туристических зонах, необходим особый подход. Он также сообщил, что в бюджете следующего года предусмотрены расходы на приобретение новых тракторов для опрыскивания мест произрастания самшита. Специалисты также говорили о том, что в ближайшее время будет поднят вопрос о создании банка семян самшита для восполнения деревьев, которые все-таки не удастся сохранить. Сария Смыр, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Анализ состояния дел на госпредприятиях, подведомственных Министерству экономики, проводился сегодня на собрании с участием руководителей указанных предприятий. Тему продолжит наш корреспондент. Поднять эффективность использования госимущества. Так обозначил, открывая собрание, его цель министр экономики Адгур Ардзинба. Проведенные впервые за последние 20 лет комплексные проверки подведомственных РУП выявили серьезные нарушения, и ситуация взята под личный контроль президентом. 30 апреля текущего года было утверждено новое положение в Министерстве экономики, где подведомственное Министерству экономики 24 предприятия, компаний, учреждений. Значит, мы для того, чтобы мы люди не новые, и эту ситуацию, которая сложилась с подведомственными предприятиями, знаем. Воссоздать реальную картину, сложившуюся на объектах госсобственности, помогла проведенная контрольной палатой в этом году проверка. Акт уже получен министерством. Для анализа состояния дел на предприятиях и выработки мер по реорганизации неэффективных РУП в Министерстве экономики создано структурное подразделение «Управление по координации деятельности подведомственных предприятий». Его руководитель Гурам Корсантия систематизировал основные выявленные нарушения: отсутствие документов на объекты недвижимости, передача помещений в залог и получение кредитов без согласования с собственником,
самовольный снос либо самострой без разрешительной документации, повсеместная сдача имущества в аренду по стоимости ниже рыночной. Помимо этого, договоры не зарегистрированы в Госкомимуществе. В соответствии с рекомендациями Министерства экономики, договоры будут аннулированы и при необходимости перезаключены по новым правилам. Полностью непригодные предприятия предстоит ликвидировать. По словам Гурама Курсантия, предстоит составить реестр собственности Министерства экономики, закрепленный за госпредприятиями. Как отметил министр Атгур Ардзинба, придется порой принимать жесткие решения, чтобы привести деятельность подведомственных предприятий в соответствие с законом. Вторая часть собрания, где разбирались конкретные нарушения на конкретных предприятиях, прошла в закрытом режиме. Светлана Рутюнова, Эльдар Демиров, Абхазское телевидение. Православные всего мира отметили сегодня праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Православная церковь относит этот день к великим праздникам. Этот праздник в Абхазии отмечают с давних времен. В честь Божьей Матери названы церкви в Гагре, Гудауте и Новом Афоне. В этот день православные просят о заступничестве и ходатайстве Пресвятой Девы Марии перед Богом. Сегодняшний праздник называется Покров Пресвятой Богородицы. Восходит он к глубокому средневековью, когда жители Константинополя были окружены враждующими войсками, то есть город был осажден. И фактически не было никаких шансов уже у горожан для того, чтобы остаться в живых. И они собрались в главном храме, в храме Святой Софии. И среди них был один-единственный такой человек, юродивый, блаженный Андрей, который увидел на воздухе знамение. Он увидел Пресвятую Богородицу, которая покрывала свой народ амофором, то есть таким специальным платом, как-то простирала над всеми. И он сказал: не бойтесь, ничего не будет, и враги отступят, и война прекратится. И так и произошло. Через некоторые враги отступили, и не стали штурмовать город, и люди были спасены. Вот в честь этого установлен этот праздник. Он особенно почитается в Русской Православной Церкви. В нашем храме, который уже построен в 20 веке, в новейшей истории, этот праздник всегда очень широко отмечался со времен нашей освободительной войны 92-93 года, когда здесь служил отец Виссарион. Я здесь уже являюсь настоятелем в течение 14 лет. У нас в Абхазии 3 храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Это наш Гудаутский храм, потом есть храм в городе Гагра, и еще есть один храм в Новом Афоне. Но как-то мы считаем, что этот праздник сопутствует наиболее, главное торжество совершается у нас в Гудаутах. Мы совершаем всегда при большом стечении народа, к нам приезжают гости, все священство, и мы празднуем его и просим благословения Божьей Матери на весь наш народ. В этом году Абхазскому институту гуманитарных исследований АНА исполняется 90 лет. Над чем работают в настоящее время ученые и как развивается абхазская наука, узнавала наш корреспондент Сария Смыр. Абхазский институт гуманитарных исследований был образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. Позже наименование института менялось несколько раз, и только в 1994 году он был окончательно переименован в Абиги. За время своего существования здание института горело трижды. В фондах единственного в своем роде специализированного центра абхазообразования, сожженного войсками Госсовета Грузии в октябре 1992 года, находились уникальные материалы. Ущерб, нанесенный только архиву института, составил более 800 миллионов рублей по ценам того времени. По сей день архив института не восстановлен в полной мере, но ученые своими силами пытаются исправить это. Сегодня в основном работаю над своим архивом, потому что года уже такие, хочется, чтобы те наблюдения, которые были у меня в течение всей моей исследовательской работы, хочется, чтобы они были доступны специалистам.
Сегодня институт работает по нескольким направлениям: филологическое, историческое, староветческое, конфликтология, политология. Также работает по всем традиционным абхазоведческим темам. Комплексных научных тем у института за всю историю его существования было немало. Помимо этого продолжается работа над 4-томной историей Абхазии, мифологическим словарем и другими трудами. Сотрудники института отдают все свои силы любимой работе. Сами работники называют его вторым домом. И неудивительно, ведь многие работают здесь больше половины своей жизни. Изучение своего родного языка стало образом моей жизни, и сегодня я этим занимаюсь. Что сделала, не знаю, судить коллегам. Вот сейчас я занимаюсь словообразованием абхазского языка. Я работала и над фонетикой, и над морфологией, и сейчас над синтаксисом работаю. У Абхазского института налажены контакты со многими крупнейшими научными учреждениями за пределами республики. Это видно потому, сколько именитых ученых бывает на проводимых в стенах института научных форумах и конференциях. Систематически проводятся совместные археологические экспедиции с учеными из России. Ведущий научный сотрудник отдела истории Абиги Валико Пачуля называет важным этапом время, когда Владислав Ардзен стал председателем Верховного Совета. Настал такой момент, когда судьба Абхазии зависела от того, кто руководит абхазским народом. В судьбе абхазского народа Абхазский институт сыграл решающую роль. И Абхазский институт до конца оставался мозговым центром для абхазского народа. Проблем у института много. В первую очередь, по мнению директора Абиги Василия Авицба, следует решить вопрос улучшения материально-технической базы института, строительства здания библиотеки и архива института. И что немаловажно, институту нужны специалисты со знанием восточных языков. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Образовательный центр «Академия» и Международный фонд АПСН подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках данного документа будет происходить обмен информацией в решении возникающих вопросов в области культуры и просвещения. Данный центр создан при поддержке общественной организации Международного фонда АПСН. Образовательное заведение работает меньше 2 месяцев, но уже есть определенные результаты. Это учебное заведение завоевывает доверие среди населения. Человек столько раз человек, сколько языков он знает. Знаменитое изречение принадлежит перу Гёте. Это утверждение не потеряло своей актуальности в наше время, время всемирной глобализации. Быстро развивающиеся международные отношения в сфере культуры, политики, науки и образования дают мощный стимул для изучения иностранных языков. Учреждение дополнительного образования «Академия» специализируется на обучении абхазского, турецкого, английского и русского языков. На данный момент 80 человек получают знания в этом учебном заведении. Поступило еще порядка 40 заявлений. Когда вы поступаете в академию, то вы заполняете заявку. Затем у вас приглашаем обязательно на вступительное тестирование, которое объективно поможет нам определить уровень знаний. Это очень важно, потому что бывает такое, что человек достаточно долго занимается, но при этом багажа знаний не хватает. Поэтому объективно нам помогает тест онлайн. И плюс, что очень важно, после теста обязательно устное общение с преподавателем, чтобы мы 2 эти составляющие воедино соединили и понимали действительно, какой багаж знаний у человека на данном этапе. Затем по уровню знаний, который показан на тесте, и по возрастной категории мы определяем в ту или иную группу. Данный центр создан при поддержке общественной организации Международного фонда АПСН. Президент фонда Санер Гугу отметил, что качественное образование – приоритетное направление деятельности этого центра. Именно поэтому оно востребовано среди населения. За что мы рады, вот за 1,5 месяца, за 2 месяца огромная работа сделана. Мы так и надеялись. Потому что главная цель создания этого центра, чтобы наши студенты, наша молодежь получили качественное образование, качественные знания английского, турецкого, абхазского и русского языка. Это, конечно, очень важно. В дальнейшем, конечно, наша поддержка будет продолжаться, потому что не только вот в 4 этих языках, да, также хочется на испанском языке, на других языках. Все, что от нас зависит, от нашего Международного фонда АПСН, конечно, будет сделано. Академия и фонд АПСН подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры и просвещения.
Занятия в центре проходят на том языке, на котором идет обучение. Это совершенно новый подход в преподавании. Зарубежная методика ориентирована на разговорную речь и традиционное обучение. Главный упор в данной методике основан на общении, что дает возможность намного быстрее усвоить материал. Мы фактически воспроизводим ту систему, которая предлагается за рубежом. И это очень важно. Как бы сложно на первых этапах не было, далее это, конечно, дает свой отклик, серьезный достаточный. Поэтому мы, соответственно, стараемся так урегулировать этот вопрос так, чтобы комфортно было и студентам, и нам. Но только в таких редких случаях мы прибегаем к русскому языку, чтобы какие-то азы все-таки грамматические иногда объяснить. В начале следующего года, когда уже несколько месяцев пройдет обучение, мы проведем вот тот самый конкурс общеакадемический по каждой возрастной группе. И лучших студентов, которые лучше всего себя проявят. И мы, более того, посмотрим обязательно успеваемость. Мы отправим в 2-недельную поездку учебную, бесплатную в Лондон. Здесь могут обучаться все желающие старше 10 лет. Соответственно, уровню знаний подбирается необходимая методика для успешного изучения иностранных языков. По завершении курса выпускник получит соответствующий сертификат. Сима Аргун, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. 15 октября в зале заседаний Кабинета министров состоится отчетно-выборная конференция Федерации футбола Абхазии, в ходе которой будет избран президент Федерации. Единственным кандидатом на этот пост является Руслан Аджинджал. Правом избирать главу Федерации обладают члены Совета Федерации футбола, руководители Госкомитета по физической культуре и спорту и районных комитетов, ветераны футбола. Глава Федерации Джемал Губас объявил досрочные выборы президента и 21 сентября покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 63 рубля 12 копеек, евро 72 рубля 5 копеек. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 19-21 градус. В столице нашей страны ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 13, днем плюс 20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.